Прикоснуться к истории эпохи ботайской культуры. В рамках реализации программы «Рухани Жанхыру» Республиканский музей-заповедник Ботай организовал очередную выездную выставку. На этот раз она представлена в Кустанайском областном историко-краеведческом музее. Ознакомиться с уникальными экспонатами эпохи неолита жители города могут с 22 февраля по 10 марта. От Иртыша до Урала на таком расстоянии раскинулось наследие батайской культуры. Уникальность экспонатов эпохи неолита неоспорима. Сегодня с ними может ознакомиться каждый желающий. Эта культура оставила более 20 памятников, и только на территории Кустанайской области их несколько. Республиканский музей-заповедник Ботай создан в 2018 году постановлением правительства. И на сегодняшний день в фондах музея хранится более 3500 экспонатов. Каждый из этих экспонатов он уникален по-своему и неповторим. И сегодня с целью приобщения жителей Кустаная и Кустанайской области, а также гостей этого региона к батайской культуре, мы организовали такую выставку. Порядка 200 экспонатов мы сегодня привезли. Каждый из этих экспонатов уникален. Здесь присутствуют как оригиналы, так и реконструкции. В частности, есть реконструкция черепа с трепанацией, реконструкция одежды, реконструкция керамических сосудов. У нас по типологии разделены экспонаты. То есть у нас есть остеологический материал, то есть это костный. Также есть каменный материал, это сделано из природного кремния. И также еще керамический. То есть мы видим, можно увидеть керамическую реконструкцию сосуда, сам сосуд керамический в оригинале, а также и некоторые экспонаты, которые сделаны из керамики. На этой выставке представлено более 300 экспонатов, большинство из которых древние оригиналы, а вот некоторые, признаются эксперты, искусные репродукции. Для многих присутствующих открытие выставки стало настоящим событием. В зале можно встретить как людей преклонного возраста, так и молодежь. Если чаще проводить для людей, то людям это интересно все равно знать историю своей местности, где он живет и рядом с чем он живет, рядом с каким народом он живет, например, если это приезжие люди. И даже вот туристам можно показать, вот у нас такая есть, есть мощная история, и у нас такая сильная страна. За стеклом удивительные экспонаты древности. Здесь вы можете увидеть лук, стрелы, предметы быта, ювелирные украшения, а также череп ботайца. Это один из самых интереснейших экспонатов данной выставки. Все это говорит об удивительной ботайской культуре. Ботайскую культуру, наверное, уже как культуру расценивать уже, наверное, пришло время рассматривать уже как цивилизацию, ботайская цивилизация. Потому что здесь впервые одомашняли лошадь 6000 лет назад. И это сродни с такими же цивилизациями, как египетская цивилизация, шумеро-аккадская цивилизация и прочие цивилизации. Материалы эпохи ботайской культуры по-прежнему являются ценным источником информации эпохи неолита. Именно они заполняют ранее неизвестные страницы истории родного края. Уникальность также ботайской культуры в том, что именно здесь впервые 6000 лет назад человек обуздал лошадь, одомашнил лошадь, и от этого сложились великие инновации конной цивилизации. Территориальная ботайская культура сама по себе охватывает территорию от Иртыша до Урала. То есть это говорит о том, что она не привязана, ботайская культура, к какому-то определенному Северо-Казахстанской области, либо к Моленской области, да? Она присутствует везде. Также на территории Кустанайской области мы в этом году, в прошлом году, в 2021 году, мы обнаружили порядка 3 поселений ботайской культуры. То есть эту культуру надо дальше развивать, исследовать. И вот с этой целью вот сегодняшняя выставка. Подобные выезды музей проводит регулярно. В планах, говорят организаторы, объехать все регионы республики, а в будущем и мира. Яна Миронова, Манарбек Касколов, телеканал Костанай.